Ассаламу алейкум, друзья! В 1552 году войска Ивана Грозного взяли Казань. Однако на этом история татарского сопротивления не заканчивается. Начинается так называемая Казанская война. Захват Казани и разорение окрестностей нанесли тяжелый удар по всей государственности Казанского ханства, но при этом стали лишь началом длительного процесса присоединения региона. С одной стороны, значительная часть сил татар не принимала участия в обороне Казани из-за относительной удаленности от приказания, а с другой, после взятия Казани нашлись силы, готовые к сопротивлению новой власти и способные организовать вооруженную борьбу. Кроме того, новая казанская администрация стала давать не только основания для отторжения, но и причины для повсеместного восстания. Сразу после взятия Казани перед царским правительством стала проблема умиротворения и подчинения территории Казанского ханства, превращения его из враждебного края в подрайскую землицу. Уже на третий день состоялся совет во главе с царем, который обсуждал эти вопросы. Спустя 10 лет после этого события князь Курбский писал: «И вошел царь в совет об устранении нововзятого города, и советовали ему все мудрые и разумные, чтобы со всем воинством пробыл там зиму до самой весны. Ведь из русской земли доставлено было галерами много запасов, и в той земле было бесчисленное количество продовольствия. Тем самым царь в конец уничтожил бы бусурманское воинство, покорил бы себе царство, усмирил бы землю навеки». Этот совет предполагал продолжение военных походов для усмирения местного населения, превентивно подавляя волю и способность к сопротивлению. Однако, по словам Курбского, были и другие советчики: Шурья, братья царевны Анастасии, Данила и Никита Романовича Захарьины, которые советовали вернуться в Москву и позволить умиротворять край руками воевод и местных князей. Вполне очевидно, они полагали, что активная фаза войны закончена, а нахождение царя вдали от столицы может привести к мятежу и даже государственному перевороту. Воеводами в Казани остались князья Александр Борисович Горбатый, Василий Семенович Серебряный, окольничий Алексей Данилович Басманов. Они должны были поддерживать порядок во вверенном им крае. Самим городом управлял окольничий Иван Бессонов. Также военный гарнизон располагался в Свияжске. Существуют различные взгляды на причины резкого подъема вооруженного сопротивления новой власти. Одни полагают, что оно было вызвано усилением налогового гнета, другие склоняются к политическим мотивам. Полностью собрать ИСАК, несмотря на победную реляцию князя Горбатова в декабре 1552, так и не удалось. Через 2 месяца, в марте следующего года, князь Горбатый уже пишет царю: «Казанские люди исаков не дали, и исачников, которые ясаки на Луговой сбирали, побили». Весной 1553 года восставшие уже представляли такую силу, что могли разгромить посланные против них стрелецкие и казацкие отряды и, вероятно, немалые, судя по скупым, но тревожным словам донесений в Москву о положении в крае. Бой произошел у засеки на Высокой горе и завершился полной победой повстанцев. Царская армия была разбита наголову и потеряла 350 стрельцов и 450 казаков. Не исключено, что местом сбора восставших была Иске-Казань, Камаевское городище, доминиальное владение казанских ханов. Тем самым захват его имел для населения приказания важное символическое значение – восстановление ханства. Руководителями восстания в этот период были Зензиит и Усейн Сиит, Хусейн Сиит, Сарай-Батыр, а также Тахтамыш Шахзаде. К весне-лету 1553 года восстание только нарастало. Фактически, кроме отдельных крепостей, русского государства не было в Среднем Поволжье и Приуралье опорных баз. Вся остальная территория восстала, но в этот момент стали сказываться негативные моменты. Несмотря на широкий размах единого командования и авторитетного лидера, каким мог бы быть чингизид или татарский аристократ, восстание не имело. Оно носило раздробленный региональный характер. Добившись победы в своем регионе, восставшие часто устраивали стычки с нейтральными или лояльными русским соседними местным властям или вторгались в русские земли. Отсутствие лидера вело к тому, что повстанцы не получили должной международной поддержки. Фактическую поддержку на поле боя оказала лишь часть нагайцев, в то время как Крымское ханство старалось
оказывать давление на Москву исключительно дипломатическими методами. Положение российских властей в завоеванных, но непокоренных регионах было чрезвычайно сложным. Вместо подрайской землицы, раздачи земель и перетока налогов, эта война требовала все новых и новых средств на содержание воинских контингентов и крепостей. По мнению российского историка второй половины XVIII века Щербатова, приблизительно к этому времени относится и ухудшение бытового положения в крепостях. Перемена воздуха и обильство рыб приключали смертельные болезни, обретающимся в Казани воинам. Царское правительство не на шутку забеспокоилось. По-видимому, местные власти были деморализованы. На помощь воеводам, которые после активных действий, восставших в марте 1553 года, остались практически без военной опоры, из Москвы были направлены новые отряды боярских детей и казаков. В конце лета, август-сентябрь 1553, началось формирование еще одной армии для борьбы против арских изменников. Эта армия двинулась в поход в декабре 1553. Наступление карателей вынудило население бежать, оставив даже укрепленные городки. Так крепость Намеша была оставлена, немногие жители, которых застало царское войско, были уничтожены, а укрепления сожжены. И город Намеша сожгли, и людей в нем, немногих застав, побили, и иные из него выбежали, и окрестные туда селы все выжгли, и людей повыбили, и город до основания разорили. Одновременно царь пытался разорвать союз восставших казанских людей с ногайскими и разгромить Астраханское ханство. С этой целью в начале 1554 года для похода к Астрахани стала готовиться армия, в составе которой находился претендент на Астраханский престол, ставленник России Дервиш Али. Эта армия должна была выступить в поход, как лед вскроется. Невозможность сопротивления и желание сохранить жизни мирного населения вынудили часть руководства повстанцев пойти на мирные переговоры и пришли к воеводам Усейн-Сеид до Тахтамыш-Шахзада, до Сарай-Батыр и за всю Арскую сторону и побережную добили челом, что им, государю, дань давать и от Казани неотступными быти и до своего живота, и на том воеводам правду дали. Центр восстановления ханства за Казани был уничтожен, а его движущая сила служила и татары. Были в значительной мере или выведены из родного края и помещены в различных российских землях, или покорились новой власти. Тем самым организованное за Казани сопротивление практически прекратилось. Недаром князь Курбский отмечал, что с тех пор стала Казанская земля смиряться и покоряться нашему царю. Успех этого военного похода был несомненным, но окончательной победы он не принес. Край в целом оставался непокоренным. Итоги его стали очевидными и самому царю, который считал, что воеводы превысили свои полномочия. Трудно подозревать царя Ивана IV и его окружение в излишнем человеколюбии, но и им было очевидно, что чрезмерная жестокость будет только вызывать новое сопротивление и непримиримость. Так и случилось. С осени 1554 начинается новый этап повстанческого движения. Характерной приметой его было еще более широкое распространение восстания, в район которого оказались включены Черемисская луговая сторона предказания с бассейнами рек Ветлуги и Рудки, ранее не воевавшими с царским войском. Для царского правительства становилось уже привычным к осени формировать большую армию для похода на луговых людей. Во главе армии был поставлен князь Мстиславский. К кампании были привлечены городецкие князи, мурзы и казаки, касымовские царевичи, шигалеевы люди, служилые татары, и одновременно был объявлен сбор ратных людей в Великом Устюге, Соли, Вычегодской, Вятке, Перми. Эта громадная армия действовала в Казанском крае в течение всей зимы 1554-55 годов. Видимо, с переменным успехом, ибо источники не сообщают о крупных поражениях, подобных гибели двух царских отрядов в 1553, но и не упоминают о победах царской армии. Должно только отметить, что характер армии, расстановка военных сил, стратегические и тактические рисунки движения, так как они известны из разрядных книг и летописей, не позволяют относиться к действиям этой армии как к локальному событию. По всем признакам это была настоящая военная операция против восставших казанских людей.
В ходе этой кампании особенно четко прослеживается все более укоренившаяся практика царского правительства бороться против казанских людей силами же казанских людей. Во главе этих сил были поставлены видные представители аристократии бывшего Казанского ханства, князь Кенебек и Мурза Кулай. Но несмотря на то, что Кулай ранее уже доказывал свою верность российскому царю, на этот раз опыт не удался. Казанцы не только на изменников не пошли, но и соединились с ними. Несмотря на неудачу августовской кампании, казанские воеводы последовательно проводили генеральную линию правительственной политики в только что присоединенном крае. Править с помощью перешедших на сторону царя местных служилых людей. Вместе с отрядами стрельцов, служилых русских людей Казанского гарнизона и новокрещенов, из числа крестившихся нерусских людей, они побили изменников на голову и живых поймали. Таким образом, на этот раз предприятию царских воевод сопутствовал определенный успех, причем воеводы отмечали, что многих татар, которые не примили государю, арские и побережные люди переимали сами и сами побивали, а многих приводили к воеводам и сами резали их и побивали перед воеводами. Всего осенью 1554 года в ходе боев было уничтожено 1560 именитых людей из числа князей, мурз, соцких и верхов служилого сословия. Этот перечень показывает, что основной движущей силой военного выступления были служилые сословия. Податное население просто не могло вести сколько-нибудь регулярную вооруженную борьбу. Баланс сил заметно смещался в сторону русского правительства. Друзья, это не последняя беседа о казанском сопротивлении. В будущих выпусках мы вместе с вами узнаем, чем все это закончилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и знакомьтесь с историей вместе с нами. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау благос и до новых встреч. Пока.